Топта все время говорила. И когда ее спрашивали, что у нас было в доме, она говорила: башташ. И начинала плакать. И мы подходим к дому, и стоит, вот лежит вот башташ. Я говорю, как мы можем жить в другом месте, если здесь стоять будет камень нашей бабушки? Когда я покупала этот дом, он был страшный. Он разваливался, он доживал последние мгновения. 5 лет пытались восстановить все это. Вот это старые 2 комнатки, это и есть мой старый татарский дом. Здесь родилась моя бабушка. Вообще этому дому где-то около 300 лет. Ну, мы так считаем, что это один из первых домов в Осирезе, который построен. Вот все родные балки, конечно, ребята, братья мои, мы смогли сохранить. В этих 2 комнатках жили всегда 6-8 человек, детей было. Дедушка, бабушка. Лагап у нас Паша по бабушке. А Паша, потому что предок, это бабушкин дед, плавал в Турцию и привез лампу керосиновую. Ламп керосиновых не было. И он привез, и все осирезцы собрались. Вот он всем показывал эту лампу, там прикручивал. И говорил, такая лампа только у Паша. Поэтому Лагап такой стал. Мою бабушку звали Хаче. Она из рода Паша. А вышла замуж за Косе, бабушкино платье. Вот фотография моей Тапташи. Моя Тапташа – это мой папа. Но это уже смонтированная фотография. Да, ей удалось сохранить практически семью, потому что накануне депортации моего деда расстреляли. И в день, когда высылали, в этот день было 2. И моя бабушка, наивная женщина, она всю жизнь плакала, что они уехали, даже казаны не успели помыть. Мой дед был старостой. И когда пришли, освободили партизаны, он откровенно сказал, что у него большая сумма денег, которая принадлежала общине. И вечером приехали 4. Забрали деда, забрали деньги. Расстреляли вот в этом овраге. Бабушка родила 10 человек детей, но не все выжили. У бабушки было на момент высылки 5 сыновей и 1 дочь Асие. Вот 6 человек осталось живых. Но мой папа к этому времени был на фронте уже. В 1944 году он был на фронте. Аблимит Кусе. Он, правда, 28-го года рождения, но ему исправили на 26-й год. И он 16-летним мальчиком попал на фронт. Потом он служил до 50-го года на Чукотке в Анадыре. В 50-м году он приехал в Горьковскую область, женился на моей матери. Она была русской, Нина Ивановна Скопина, но очень патриотичная женщина. Она всю жизнь говорила: мы татары. Мой отец потерял своих родных и 14 лет их разыскивал. Мы их нашли в Палаванташе. Мы их нашли, уже я была жива, так сказать. Вот. Мы их нашли в 1956 году. Я очень дорожила своим отцом. Мне было 30 лет, когда его не стало. А нужно сделать что-то, чтобы вот это было памятью о моем отце, о моей бабушке. И я решила вернуться в Крым, найти дом. Это родная стенка, мы ее и потому сохранили, что очень гордимся, чтобы показать, как раньше в старину складывали дом на века, вечно, прочно. Родная балка выходит. Мы все время говорим, это каменный наш каменный ковер. Горжусь я в своем доме. Это то, что у меня есть магаз. Сохранился. Потому что крымско-татарский дом должен обязательно иметь был свой магаз. А магаз – это мастерская, это... Здесь была кузня. И вот видите, все, что нам удалось выкопать, это старые подковы, лопаты, утюг. Здесь раньше был просто двор. Но мы берегли это местечко, особенно мы дорожили этой стенкой, потому что около этой стенки, прижавшись к ней, в маленькое оконце, бабушка впервые увидела своего мужа, который выехал на коне. Папахи, красавчик. И она все время говорила, он был такой красивый. И поэтому, когда сохраняли что-то, я говорю, эту стенку надо сберечь. Это стенка, где рождалась любовь наших далеких предков.